Если озеро Петрово, которое находится в 5 километрах выше, прорвет, то она это смоет дамбу хвостохранилища, и опять эти все токсичные стоки пойдут в речную систему Кумтор-Нарын. Вот. И поэтому здесь нужно будет принимать меры, разработать план мероприятий. Прежде всего, улучшить работу очистных сооружений, чтобы не было там цианида. Опасность. Потому что горы молодые, опасная зона, горная, сейсмичная. Не то, что строить, дамба она будет стоять и будет строиться, вопрос в другом. Будет прорывоопасность, потом опять же толчки, землетрясения, хотя бы малые даже, да. Я же говорю, это уже сейсмика, это раз. Просто когда на этапе проектирования вообще разумно ли было под озером располагать хвостохранилище? Вот это вопрос уже так, как вообще формировался этот проект. АМИК, более того, она очень жестко написала. Мы так, честно говоря, по озеру Петрова и по карьерной воде писали построить очистные сооружения, коротко. А вот у них прямо большой такой тезис идет: запретить это использование ледниковой воды из озера Петрова на технологические нужды фабрики. Это что означает? Они пишут, почему запретить? То есть на технологические нужды фабрики использовать карьерную воду, которую очистить, то есть построить очистные сооружения и использовать, возвращать ее туда в оборот на фабрику. Они этого не сделали. Либо вот запретить использование свежей воды это из озера Петрова, потому что она бесплатная. Там используется на технологические нужды примерно 5 миллионов 200 тысяч кубометров. Это огромное количество воды на, честно говоря, вот на промывку, да, на технические нужды. И они пишут: либо используйте, пожалуйста, постройте предприятия по очистке либо карьерной воды, либо доводите до нулевого содержания хвостохранилища, либо ту, либо эту воду используйте. Ни того, ни другого не выполнено. Поэтому сейчас нужно будет срочно разработать вот эти мероприятия, план действий по охране окружающей среды, по выполнению вот этих необходимых первосрочных мер. Почему нужно очищать и карьерную воду, и воду из хвостохранилища? Потому что все это попадает в реку Кумтор, Нарын, вниз по течению в Сырдарью и Ферганскую долину, где проживает население более 15 миллионов человек. А это ведь долговременное загрязнение. Уже более 25 лет разрабатывается рудник, еще в планах 10 лет работать, да? А возможно еще, если, как нам разведка покажет, еще будет десятилетия работать. И получается вот 35 лет долговременного такого, знаете, медленного загрязнения, оно, естественно, будет оказывать влияние на здоровье населения.